Когда жители села Темир-Казык узнали, что у них построят новую школу, их счастью не было предела. Но радость была недолгой. Здание еще даже не достроили, а оно уже начало рушиться. Вот видите, все сыпется, рушится. Мы заметили эти недостатки и показываем строителям их некачественную работу. Злосчастную школу строят уже 3 года, да никак не построят. За это время в кабинетах успели прогнить полы, на стенах осыпается штукатурка, кровлю тоже построили с нарушениями. Когда дети впервые сядут за парты, неизвестно. Мы сейчас пытаемся устранить недочеты не из денег, которые выделило государство, а за счет компании-застройщик. Получить комментарий у руководства стройкомпании «Технолайн» не удалось. Впрочем, фирма в кавычках «известная» уже успела отличиться. После Ошской трагедии компания строила новые дома, которые в буквальном смысле уходили под землю. Дефекты обнаружены еще до открытия школы. Управление образования Ноокатского района направило письмо в районную администрацию. Год назад там создана комиссия по устранению недостатков. На строительство школы власти выделили порядка $1 миллиона. Как компания-застройщик будет отчитываться перед государством, непонятно. Все замечания она игнорирует. А эта школа находится в Иссык-Кульской области Кыргызстана. Она тоже новая. Сдали ее в эксплуатацию еще в прошлом году. Но стены, потолки и окна от сырости покрылись плесенью. Плесень кругом. Это мы уже немного почистили. Раньше вообще было страшно смотреть на стены. После Нового года из-за жалоб учеников и их родителей занятия приостановили. Застройщики за это время пообещали сделать ремонт. Как оказалось, уже не в первый за последнее время. В прошлом году было то же самое. Тоже делали покраску, побелку. Тогда ремонт делали летом. С приходом холодов снова появилась плесень. А в декабре проводить занятия было уже невозможно. Я обратился к руководству района, чтобы отпустить детей на вынужденные каникулы. Строительные компании посетовали на неудачное расположение школы. Все проблемы якобы из-за болотистой местности и то, что школу отапливают недостаточно хорошо. Районные власти с этим не согласны и пообещали разобраться. Мы создали рабочую комиссию, а сейчас идет расследование, позже сделает заключение. Теперь компании «Авангард Строй», по всей видимости, заново придется отчитаться перед государством о проделанной работе, на что конкретно были потрачены порядка $600 тысяч. Устранять недочеты, скорее всего, она тоже будет за свой счет. Шавкат Тургаев, Идрис Исаков, Асейн Мадамбеков. В настоящее время Кыргызстан.